Тенденция к повышению цен в магазинах республики не зафиксирована ни в прошлом, ни в этом году. Об этом в ходе пресс-конференции в региональном УФАС сообщил его руководитель. По словам Валерия Котеева, специалисты службы совместно с властями держат руку на пульсе и мониторят ситуацию на товарном рынке в постоянном режиме. Никаких нарушений антимонопольного законодательства в регионе не зафиксировано. Это отчасти может быть связано и с тем, что в стране федеральные сети добровольно согласились ограничить наценки на социально значимые товары, добавил Валерий Котеев. Что касается цен на бензин, руководитель Чуварского УФАС назвал ситуацию стабильной. Особого всплеска стоимости мы не видим. Если есть повышение, то оно в объемах инфляции. И я надеюсь, эта тенденция сохранится. На пресс-конференции Валерий Котеев также озвучил своеобразную статистику, на что люди жалуются больше всего. По сравнению с прошлыми годами обращений в службу меньше не стало, но их направленность изменилась. Если пару лет назад жители заваливали УФАС жалобами на действия органов власти, то теперь обращения касаются реальной рыночной экономики. Много дел рассматриваются в части добросовестного поведения участников на рынке. Компании все чаще вступают в борьбу по защите интеллектуальной собственности, товарных знаков, торговых наименований. Не спадает число обращений, касающихся проведения государственных муниципальных закупок и торгов, особенно в части выбора перевозчиков как на городских, так и на районных маршрутах. В топе находятся и дела по технологическому присоединению жилых домов к системе электроснабжения. Валерий Котеев отметил, что таких жалоб, цитата, «чрезвычайно много». Несмотря на то, что по поручению правительства страны эта процедура для граждан должна быть максимально упрощена. На практике получается обратное. На сегодняшний день рассмотрено 39 административных дел в отношении ПАО «Россети Волга» Чувашэнерго в связи с нарушением сроков технологического присоединения к электрическим сетям. И мы уже, некоторые дела у нас по привлечению к ответственности проходят стадию судебного оспаривания, и что-то мы уже выиграли.